В Доме-музее Ивана Павловича Морозова открылась выставка «Профессии важнее не бывает», приуроченная к юбилею Сыктывкарского медколледжа, который назван именем великого выпускника. Учебному заведению исполнилось 90 лет. Представлены фото и документы рассказывают об истории, преподавателях и выпускниках. Материалы о людях, показавших свое бесстрашие и профессионализм в годы Великой Отечественной войны, занимают особое место. Подробнее Анастасия Тюрнина. Это заявление Иван Морозов написал еще в 1939 году прошлого столетия. Оно о желании попасть в фельдшерско-акушерскую школу. Так тогда назывался открытый в 1930 году нынешний медколледж. А в январе 1942-го юный Иван Павлович закончил это медучреждение. После попал на фронт. Его имя колледжу было присвоено в 2003-м. Когда началась война, многие выпускники ушли на фронт. Среди них был и педагог Иван Чабанов. Этот человек показал себя и во время Великой Отечественной войны, был хирургом, заведовал хирургическим взводом, причем даже на фронте показал себя как хороший педагог, обучил некоторых медсестер, обычных медсестер, сделал операционными сестрами и после войны работал некоторое время в медицинском училище. И вот о нем мы рассказываем. Архивные фото и документы выставки рассказывают о судьбах и других выпускников. Самые известные выпускницы – военные фельдшеры. Юные, хрупкие девушки совершали подвиги, были награждены серьезными наградами. Из материалов фондовых, вот картина как раз, которая находится за моей спиной, она так и называется «Подвиг Нади Рудаковой». Это санитарка, военфельдшер, которая совершила, вот здесь как раз на картине изображен момент, когда она не спасает раненых, а когда она поднимает взрослых бойцов, мужчин в атаку. Отметить на все 190-летия медколледжа в период пандемии не удалось. Поздравления принимались заочно. Но праздник будет позже, говорят сотрудники и студенты. С момента первого выпуска более 20 тысяч студентов покинули эти стены. Фельдшеры, акушеры, лаборанты, работники фармацеи. Я хочу получить образование спортивного реабилитолога и работать в этой профессии. И если раньше средний балл был 4,2, то в этом году он подрос и стал 4,4. То есть 4,4 от этого среднего балла и выше. То есть наша профессия, профессия медицинского работника, пользуется большой популярностью. Я думаю, что и это связано и с эпидемией ковида, поскольку сейчас больше внимания стало уделяться медицинским работникам, и эта профессия популяризируется. Это влияет и на нашу профориентационную работу. По словам сотрудников музея, следующую выставку посвятят выпускникам-современникам. Среди них много известных медиков. А эту экспозицию зрители смогут посетить до конца года. Анастасия Тюрнина, Михаил Алипченков, Олег Юшков, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.